Не красна изба углами, а красна пирогами, гласит пословица. Черенянь или традиционный рыбный пирог комизырян – один из самых известных и популярных блюд в комизырянской кухне. Народ, проживающий на севере России, славится своими богатыми кулинарными традициями. Рыба – важнейший источник питания коми-народа и готовит ее в различных вариациях, включая пироги. В переводе с коми-языка нянь – хлеб, а чере – рыба. Черенянь готовят со свежей или соленой рыбы, обычно это горбуша или сик. И особенность пирога в том, что рыба кладется в пирог целыми кусками. Итак, друзья, мы начинаем готовить наш черенянь. И сегодня у нас получится два разных рыбника. Во-первых, будет праздничный пирог. Вот, пожалуйста, из дрожжевого теста, который вы можете приготовить по своему любимому рецепту, как вам нравится. Это может быть тесто, приготовленное с опарой или без опары, разной степени сдобности. То есть тут хозяйка уже сама выбирает, какой рецепт дрожжевого теста сделать ей самой. Для начинки я возьму горбушу, свежую рыбу. Конечно, я ее посолила и поперчила. Для того, чтобы приготовить маленькие, небольшие пирожки, растягайчики с цельной рыбкой, которая будет складываться туда целиком, я взяла ряпушку. Нам понадобится тесто с ржаной мукой. Рецепт я оставлю в описании под этим видео. Конечно, начинка будет добавляться в начинку лук и свежий укроп. Итак, начинаем раскатывать тесто для пирога с горбушей. Немножко припыляем мукой наше тесто и раскатываем его примерно по длине нашей рыбы, по длине начинки. Праздничные дрожжевые пироги также пекут. Для начинки используют цельную рыбу с костями. И потом, открывая крышечку, тестовую крышку пирога, едят эту рыбу аккуратно, выбирая кости. Едят эти пироги руками, не пользуются вилкой. Но я хочу сказать, что мы не такие привычные люди в данном блюде. И если особенно будут кушать дети, то все-таки лучше, наверное, обезопасить. Все-таки рыба с костями и отделить от костей филе, что я и сделала сегодня. Отделила филе. Так, тесто раскатали. Немножечко так пошире. Нам визуально нужно разделить наш вот этот вот корж на 3 части. В средней части будет укладываться рыбка, боковые части будут заплетаться как бы косичкой, будут являться верхним слоем. Они тоже не должны быть слишком короткие, чтобы они могли сойтись и закрыть собой нашу рыбку. Немножечко еще дадим в стороны. Ну, примерно так. Итак, берем одну рыбочку, укладываем ее в центр. Сверху накладываем лук. Лук очень хорошо дружит с рыбой. Лука можно не стесняться, класть побольше. Это вкусно, это сочно. Горбуша рыбка не жирная, она достаточно суховата. И во время приготовления лук будет давать свой сок. Поэтому все получится очень хорошо, я думаю. Вкусно и ароматно. Ну вот, например, так. Так, положили. Так, что-то мне все мало и мало. Ну, давайте еще.
добавим немножко лука. Закидали луком. Укладываем сверху вторую половиночку рыбы. Все. Сейчас можно заплетать косичку. Нарезаем ножом вот такие вот в стороночки отрезки. И с этой стороны также. Так можно делать с любым тестом, не обязательно с дрожжевым. И с пресным, и со слоеным тестом очень хорошо это получается тоже. Теперь мы переплетаем. Вот так вот. Таким вот образом. Получается очень красиво, нарядно. И рыбка наша будет видна. И аромат. Так, наверное, тут немножко у меня симметрия нарушилась. Сделаем тут дважды. Угу. Вот таким вот образом. Запеленали. Посмотрите, как получается красиво. И вот такой вот получился даже импровизированный хвостик. Его мы немножечко здесь прищипываем. Вот так вот. И при помощи ножа можно сделать такие вот небольшие надрезики. Вот. А здесь наверху сформировать носик, как бы рыбка. Даже можно сделать глазки. Нашей рыбки, например, двумя пальцами вот так вот сделать углубление. Можно перец горошком положить. А можно вот как я насыпать немножко семена льна. Вот получилась рыбка. Сейчас мы ее положим в противень для расстойки. Пока растаивается наше тесто дрожжевое, мы занимаемся следующим тестом, нашим ржаным. Итак, 5 рыбок у меня, 5 ряпушек. Значит, мы делим на 5 частей наше тесто. Вот так, примерно, приблизительно на 5 частей. Приступать я буду тоже все это обваливать мукой ржаной. Тут уж как бы у нас все ржаное будет. Вот такие вот части. Тесто совсем приятное. Не такое, как дрожжевое, не такое воздушное пуховое, но оно тоже очень мягкое. Тесто это на кефире, на сметане. С добавлением сливочного масла. Немножко соды, соль, сахар, ржаная мука и немного пшеничной муки. Ну, подробный рецепт я оставлю в описании. Это тесто точно такое же, как на комишанги, который тоже есть на моем канале. Печем комишанги. Можете посмотреть этот видеосюжет. Раскатываем овальчики. Так, укладываем рыбочку. В брюшко складываем лук. Складываем туда веточки укропа. Ароматно будет нам и вкусно. Вот еще можно одну веточку. Все. И начинаем защипывать. Так. Сильно широко сюда не стоит. Теперь мы уже знаем. Защипываем так, растягая, чтобы было окошечко небольшое, через которое будет выходить пар. И рыбка там не задохнется, не потечет, потому что будет пускать сок. Вот когда мы хорошо прищипнули, можно оформить красиво. Вот так вот край. Так. И также здесь вот этот вот разрезик. А тесто мягкое, немножко расползается. Я когда вареники леплю, я делаю вот такую волну. Здесь вот тоже. Сделаем вот так.
и немножечко прижмем. Красота! Ну вот такой вот способ, как первый раз я показывала, решила сделать и так тоже. Ой, какая красавица! Вот это у нас рыбочка. Немножко прижимаем. Ну вообще прелесть, да? Итак, красота неописуемая. 2 таких у меня получились растягайчика. И вот пока мы делали растягая из теста ржаного, подошла наша рыбочка, наше тесто. Смазываем яйцом, чтобы было глянцевое, нарядное. Вот уж и правда праздничный пирог. Вообще изначально черри-нянь выпекали не просто. Выпекали в определенных случаях. Это были ритуальные пироги, при помощи которых поминали усопших. То есть это поминальные пироги. Изначально они появились вот так. В дальнейшем стали печь и в обычные дни, просто принимая гостей, встречая гостей, и на праздники. В общем-то, время идет, традиции, обычаи немножечко изменяются, и сейчас можно встретить рыбные пироги повсеместно. Пекут их по всей России, и не только. Рыбные пироги с разными вариациями, с разными нюансами, дополнениями, с разным видом теста. И хлебосольные северяне, коми народ, приглашая к себе в гости, как правило, подают на стол пироги с рыбой. Чем богат наш северный край, тем и угощают, то и готовят. Ну что же, красиво. Духовка моя разогрелась на 180 градусов. Сейчас я поставлю выпекать вот этот праздничный пирог. И пока я перемою всю посуду, он испечется, и за ним следом в духовку отправятся наши простые рыбные растягая. В Печоре широко и красочно отмечают гастрономический праздник, посвященный рыбным пирогам – Черри-нянь-гаш. Песни, танцы, хороводы, широкие гуляния, можно узнать секреты рыбной ловли, попробовать замечательную уху. Хозяйки соревнуются в приготовлении черри-нянь. Заботливые хозяюшки встречают дорогих гостей домашней ароматной выпечкой. А наш дорогой гость вернулся из отпуска. Собаки встретили его радостным лаем, а я встречаю мужа вкусными пирогами черри-нянь. В этом году мы отпраздновали с ним серебряную свадьбу, и мне всегда нравится удивлять и баловать его вкусными блюдами. Готовьте с душой. Порадуйте своих близких замечательными пирогами коми национальной кухни. Приготовьте черри-нянь, и ваши друзья и гости оценят. Мир вашему дому. До свидания.